У меня как раз та часть, где мы рассказываем, в том числе об увековечивании, но через литературу. Так что, ну, в принципе, да, вот немножко друг друга дополняем. Собственно, в 18 году погибает Мулан Рахитов, а вот в 19 году появляется красивая такая книжка, которая издана под руководством Галимжана Ибрагимова, называется «Шайрахның бүйік революционеры Муланур Вахитов». Как раз-таки это уже такой, можно сказать, первый опыт, да, когда в форме таких вот исторических очерков пересказывали биографию Муланура Вахитова. То есть в рамках татарской литературы, прессы, татарской условной историографии или татароязычной историографии уже через год начинают уже побольше, поглубже говорить о том, кем был великий революционер Востока Муланур Вахитов. Причем формулировка очень интересная, опять-таки, вот великий революционер Востока. Как раз-таки идея миссионного социализма, все остальное здесь четко проявляется. Эту книгу, насколько я знаю, не переиздавали. Она на Арабице есть в наших фондах, в фондах Национальной библиотеки, в других архивных библиотеках. Но вот прямо сейчас, завтра, в другой день, в общем, до конца работы выставки, посвященной Фатиха Амирхану музею Тукая, вы можете увидеть вот такие страницы. Это из газеты «Кызыл армия», с которой сотрудничал Фатих Амирхан. Там тоже в 19 году, или это уже 20 год, Лена Ивановна, напомните, 20-й? Ага, да, 19. Вот, тоже уже через год вспоминали Муланура Вахитова, там тоже статья, ну, как бы целая первая страница полностью посвящена Вахитову. Тут тоже, да, как бы что-то жанр публицистики, что-то уже литературно появляется, потому что в 18-15 годах у Мажида Кафури появляется стихотворение, посвященное Мулануру Вахитову, называется «Нур». Там тоже рассказывают, ну, не рассказывают, Мажид Кафури, великий татарский и башкирский поэт, посвящает целую оду Мулануру Вахитову, и причем эта ода распространялась в форме листовки. Тоже такой интересный момент, малоизученный, на мой взгляд, листовки поэтические, которые были популярны в 17, 18, 19 годах. Там целый вот такой пласт материалов, связанных с творчеством Гафури, то, что он печатал, издавал в Уфе. Но опять-таки вот про Муланура Вахитова, его такой вот опус, он распространялся, видимо, у нас. И у нас в фондах тоже есть копии этого материала, скажем так. Это 19-20 года, это уже как бы вот такой ранний период, но мы здесь не говорим о том, что вот появлялись литературные произведения целые, да, это в первую очередь публицистика, татарская пресса на арабице. Но вот в конце уже 20-х, в середине 20-х годов появляются такие первые спектакли, где есть образ Муланура Вахитова. Муланур Вахитов — это один из самых таких прославленных персонажей в рамках татарского театра. В 24 году в газете «Юл» в Оренбурге Сулейман Валиев Сульва вот пишет статью о том, что нам, как бы, да, в рамках татарского театра нужно вообще-то вводить новых персонажей, которые связаны были бы с историей уже нашего революционного движения. Вот он пишет, кстати говоря, в это время этой газетой руководит великий татарский писатель Шариф Камал, на минуточку. И вот он, собственно говоря, Сулейман Валиев Сульва пишет, да, нам нужно заменить этих всяких ваших камлетов нашими Камилем Якубами, Муланом Вахитовым и всеми остальными. Собственно говоря, и Мулан Вахитов, и Камиль Якуб — это как бы участники, скажем так, татарского пантеона героев революции, жертв революции. И, собственно, Сулейман Валиев Сульба все это сам проделывает, потому что через уже несколько лет в Казани он ставит спектакль «Борьба за Казань», «Казан очень краш», текст Н. Галимова, и иногда пишут Н. Алимова. Я, честно говоря, не знаю, кто был автором. Может, кто-то другой скрывался. Но это был такой интересный спектакль, потому что там были применены такие ноу-хау, скажем так, там, когда были сцены всяких битв, там, получается, режиссер использовал в том числе и зрительский зал. То есть это для нас сейчас как бы уже такая нормальная практика для режиссеров, а тогда для татарского театра что-то такое было новое. В общем, Сулейман Валиев Сулейман, в принципе, экспериментировал, в том числе вот экспериментировал не только над техникой, но и над темами. Другие еще пьесы тоже были, потому что Адель Кутой, когда писал драму «Пазан», тоже ввел там образ Муланура Вахитова. Насколько я понимаю, эта драма тоже наставилась. Но есть вот интересный момент, мало известный, мне кажется. В 1941 году Шайхи Маннур, татарский поэт и писатель, закончил тоже пьесу, посвященную Вахитову. То есть это полностью пьеса, посвященная только Вахитову. То есть там Вахитов не один из героев, который там как-то где-то оказался, как важный участник. Это история Вахитова. И Шайхи Маннур — это как раз-таки важный вообще человек в истории изучения Муланура Вахитова, потому что
как раз вот такой момент, связанный с Шарифом Камалом, и Шахи-Мануром из Вахитова. То, что когда Шариф Камал получил орден Ленина, Шахи-Манур подошел к нему, поздравил его, и что-то они разговорились, и Шариф Камал по там, воспоминаниям Шахи-Манура сказал молодому шейхи, что надо бы вообще-то поднять тему Вахитова в татарской литературе, потому что что-то вот у нас в последнее время о нем мало говорят или говорят не то. Ну, это как раз-то конец 30-х, идет переоценка вообще истории у нас. И Шайхи Манур после этого как взялся за это дело, и как раз-таки Шайхи Манур успел записать воспоминания брата Муланура, двоюродного брата Муланура Вахитова, Наби Вахитова, за неделю до его смерти, до смерти Наби Вахитова. Эти воспоминания тоже хранятся у нас в фондах, если я не ошибаюсь. И, собственно говоря, он нашел там и Магальсум Ханан, там и с другими родственниками пообщался, и у него есть рукопись этой пьесы, где-то 260 с чем-то страниц. Пьеса была, по сути, готова. Даже есть рецензия на эту пьесу, и театр уже был готов, по сути, приступить к разработке, скажем так, спектакля. Ну, начинается война, и все это дело забыли. И до сих пор, как бы, эта пьеса, она не издана, она хранится в фондах Государственного архива Татарстан. Насколько я знаю, не издавали так. Не опубликованная пьеса считается. Но как раз уже в годы войны идет начало другой истории, потому что пишет Нафис Амбет свою, как бы, такую очень известную драму героическую, тоже Муланур Вахитов. Причем первая версия этой пьесы была названа «Нур Захит», то есть не Муланур Вахитов, а Мурзахит. И первая версия была опубликована в журнале Совет Адабията в феврале 1945 года, получается. И, ну, на самом деле, газета «Литература и искусство» уже в 1943 году сообщала, что вообще-то уже пьеса готова. То есть он в 43-м, 44-м, 45-м эту пьесу писал. После 45-го вот пьесу опять он дописывал, потому что уже в 47-м году пьеса такая дополненная, расширенная, издается тоже в журнале Совета Адабията, но уже под названием «Муланур Вахитов». И как раз-таки такой самый яркий, мощный пример как бы Муланура Вахитова на сцене, на русской, на татарской сцене, это как раз вот спектакль по произведению, по пьесе Наки Санбет. То есть его ставили и в театре Камала, имени Камала, и в Качаловском театре. Вообще, когда Качаловский театр поставил этот спектакль, тогда писали, что как раз Качаловский театр начинает ставить спектакли по произведениям татарских драматургов. Это как бы был не первый их опыт, но, видимо, у них была такая пауза после 30-х, вот до конца 40-х, начала 50-х. И как раз вот с Муланура Вахитова у нас начинаются, скажем так, русскоязычные спектакли татарских драматургов. В общем-то, Муланура Вахитова на Кисамбета ставили, вот опять-таки тоже вот программка 76-й год, татарский театр, ордена Ленина, театр Камала, да, верно, помню старое название. И, в общем-то, да, вот, например, Богемский театр тоже ставил Муланура Вахитова. На самом деле, это, например, это афиши не из наших фондов, это из фондов музея. И таких примеров много. Ну, опять-таки, в 60-х, 70-х годах татарские драматурги, да, их произведения ставились в разных театрах Советского Союза. У Фата Галимуллина, если не ошибаюсь, есть такое воспоминание, то, что он, когда служил в армии где-то, в Воронеже, что ли, он как-то вот решил посмотреть во время увольнения, получается, там спектакль, приходит, а там Шариф Камал, Козгунар Ясында. То есть таких примеров тогда было много. И Муланур Вахитов тоже такой вот яркий пример. Но, опять-таки, да, вот как раз в те годы, после 50-х, когда пишут о революции, о том, как шла гражданская война, как зарождалась республика, в принципе, Вахитова начинаю все чаще и чаще упоминать. Где-то он главный герой, где-то он среди героев. И этот как бы тренд, он к нам вернулся. Здесь иллюстрации к роману «Вязла Жильдар», «Весенние ветры», как бы «Кавинажны». И здесь тоже есть образ Вахитова. И, само собой, и песни появляются. Это вот Ключарев, Муланур Вахитов, так и называется песня. Его музыка, слова Махмута Хусаина. Есть еще и целая симфоническая поэма Мансура Музафарова, которая так и называется Муланур Вахитов. То есть в этом плане фантазия у творцов немножко ограниченная. Но, опять-таки, это произведения такие специфические, в том плане, что сегодня их мало кто знает, потому что они связаны, опять-таки, с конкретной исторической тематикой и с конкретным, скажем так, социальным запросом, политическим запросом. Это в том числе и произведения юбилейного характера, такие, как у нас говорят, датские. И вот очередному юбилею, к столетию
появляется всё новая, скажем так, пьеса. Спектакль по этой пьесе ставили в Мариинском театре, в некоторых других театрах. Это произведение Ахата Гафара. Ахат Гафар тогда еще молодой автор сравнительно. И вот называется пьеса «Сазут Тамаров Канда». И вот тоже опубликовали в журнале «Казан Дара», предложение уже журнала Совета Эдабиата. И, кстати, вот та тоже картина 70 какого года? 73 года, если не ошибаюсь. 75 года, да. Да. Тоже не из наших фондов, но татарская пресса писала об этой картине. Опять-таки, совет у Ленина, да, Ибрагимов, Вахитов у Ленина обсуждают будущее. Кстати, я не знаю, была ли такая ситуация на самом деле, но была. Была. Я не историк, я религиовед. а, Вот, поэтому переспрашиваю. Собственно, да, много чего интересного происходило. Как раз в 80-х годах появляется еще и чувашский роман про Муллану Вахитова, «Кынгош, Гулем Сыздыккоша», «Кундош, птица бессмертия». Тоже продолжение, как бы, скажем так, вахитовской темы в литературе народов Советского Союза, скажем так. Тоже так вот была целая серия о героях Гражданской войны, о героях революции. Как раз в рамках этой серии Миша Юпман написал этот роман, Михаил Николаевич. То есть он тоже очень интересно сам, то, что он взялся за эту тему, особенно в контексте его современных взглядов на историю, скажем так, вообще чувашских, татарских отношений. И, опять-таки, современное произведение тоже, на самом деле, интересно, потому что вот в прошлом году отдельной книгой вышел роман Альфиса Гаязова «Койси Актан Шаласан Кукаяш». У этого романа есть определенные художественные достоинства, скорее всего, но этот роман, он такой довольно интересный в плане того, что там, да, вот разные исторические персонажи встречаются. Начинается роман как раз со встречи главного героя с Камилем Якубом. Там тоже есть образ молодого Вахитова само собой. Помимо этого, как раз вот на тему отношений Ильяса Алкина и Вахитова, там главный герой, само собой, далеко не Вахитов, но Вахитов тоже упоминается. Это роман Аркаила Зайдуллы, прекрасный роман в направлении интеллектуальной прозы. Ильяс Алкина «Сонга Махаббата», «Последняя любовь» Ильяса Алкина. Там тоже вот очень интересно, потому что там вот есть сцена, где выступает, получается, Мулланур Вахитов и начинает свое выступление с хадиса пророка Мухаммада. В общем, очень так интересно, конечно, придумано. Ну, в смысле, там тоже Аркай Зайдулла опирается на разные воспоминания. Дакина Кисамбе тоже опирался на воспоминания и легенды. Он прям пишет, что воспоминания и легенды. Ну вот, да, вот говоря о том, что Вахитов мусульманский социалист, он начинает как раз-таки свои выступления перед, скажем так, рабочими, и не только с тех аргументов, которые больше всего влияют на мусульман, скажем так. В общем-то, до сих пор, да, этот тренд продолжается, тех или иных произведений, которые касаются истории зарождения татарской государственности, новой форме Татарской республики. Там тема Вахитова упоминается. И, собственно говоря, вот творческие деятели после прослушивания оратория Муллана Вахитова. В фондах Госархива есть тоже черновики сценарного плана трагической оперы, тоже посвященной Муллану Вахитову. Насколько я знаю, этот проект тоже не был реализован. То есть есть еще ряд произведений художественных, которые хотели создать, написать, поставить, но еще не поставили. Я думаю, что вот последующая переоценка всей истории, да, 17, 18, 19 годов позволит нам в дальнейшем что-то новое написать, поставить в рамках театра, может быть, в рамках татарской литературы. Но тема такая открытая, интересная. Другое дело, что сама личность Вахитова сегодня воспринимается очень неоднозначно, потому что есть люди, которые резко против вообще имени Вахитова и были бы не против, если бы там исчезли эти вот примеры мемориализации, а есть люди, которые адекватно относятся к истории. Собственно говоря, всем не угодишь, но произведения нужно писать, в том числе и такие, где продолжаются дискуссии. Вот. Но, собственно говоря, будем ждать новых произведений от авторов татарских, чувашских, русских и других. Зурахмат.